Доброе утро, уважаемые зрители! 30 октября редакция журнала «Магариф» приглашает в Казань победителя конкурса «Аулы Птушкиса» на праздничную церемонию награждения. В проекте, который стартовал в марте, приняли участие более 300 учителей. На протяжении 7 месяцев педагоги из различных районов Татарстана показывали свое профессиональное мастерство, демонстрировали современные уроки и давали мастер-классы. О том, кто стал победителем, вы узнаете из октябрьского номера журнала. Вместе с ними на праздник мы ждем и руководителя управления образования. Интервью с одним из руководителей из Балтасинского района Алией Юнусовной Шагаевой опубликовано на первых страницах журнала «Магариф». Расположенный недалеко от Мариэл и граничащий с Кировской областью, Балтасинский район сегодня по праву является одним из самых сильных районов Татарстана, в котором школы могут соперничать с казанскими учебными заведениями. Представляете, учеников обучают не только писать бизнес-планы, но и выращивать ранние сорта огурцов, работать на пасеке, изучать современные графические программы и несколько иностранных языков. Для этого при поддержке вице-спикера Государственного совета Марата Готовича Ахметова, который сам долгие годы возглавлял Балтасинский район, были открыты аграрные классы. Кто-то может сказать, а как это возможно? Оказывается, нужно лишь правильно читать текст закона, в котором так и написано, что детей к труду можно привлекать с 14 лет с соблюдением определенных мер. Эта статья так и называется «Школа – это долгосрочная инвестиция». Руководитель Отнинского района Ленар Гарипов пригласил нас в Большеотнинскую школу, среднеобразовательную школу. После того, как в школе прошел капремонт, благодаря участию в федеральной программе «Точка роста», некоторые ученики сегодня даже не хотят возвращаться домой. Тому есть веские причины. Во время перемен и после уроков дети играют в шахматы. Одна из учениц 7 класса, Азалия Мифтахова, стала чемпионом России. Кто знает, может вскоре не только она, но и другие ученики станут известными российскими гроссмейстерами. Успехами по учебе, в робототехнике ученики радуют и своих педагогов, и родителей. А многие выпускники поступают в ведущие казанские вузы. Среди них есть и те, кто возвращается в статусе педагога. В Бугульминском районе нынешний директор татарско-турецкого лицея Радик Гараев когда-то и сам был его учеником. Основанный еще в 1997 году Чинаром Латифом Мехмед Оглы, лицей стал одним из самых известных учебных заведений Татарстана. И сегодня он входит в тридцатку сильнейших в Татарстане, в тройку лидеров города Бугульма. В 2019-2020 учебном году его окончили 7 медалистов. И большинство учеников каждый год демонстрируют высокие результаты по всем основным предметам. В статье о том, как правильно преподавать историю Татарстана, своим мнением делится археолог, доктор исторических наук, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Фаяз Кузин. Он анализирует различные исторические периоды, которые могут быть рассмотрены в ходе учебного года, и рекомендует историческую литературу. По мнению видного писателя, историка, лауреата премии имени Габдуллы Тукаева Вахита Имамова, раньше интерес у детей и подростков к истории России был значительно выше. Во многом это была именно заслуга педагога, который непосредственно влияет на становление личности ученика. С автором 25 исторических книг мы рассуждаем о роли татарских меценатов в создании полилингвальных медресе, о том, как рождаются эпические произведения, о том, как Вахит Имамов исследовал жизнь Емельяна Пугачева, почему в Уфе нет памятника предварителю Кинзе Арслану. Оказывается, благодаря тому, что он был хулиганом, однажды его наказал директор школы, историк по призванию, заслуженный учитель России Галим Галимович Байсыров. Благодаря этому Вахит Имамов смог прочитать все книги из директорской библиотеки. Так, вызывая на урок, директор школы часто обращался к нему со словами: «Ну, давай, генерал Имамов, выходи отвечать. Вот бы и нам побольше таких педагогов». Воспитатели, учителя, директора школ и педагогических колледжей, которые читают наш журнал «Магариф», находятся в курсе событий в сфере образования и оперативно получают весь необходимый методический материал. Подписывайтесь на наш Магариф, и мы готовы рассказать о ваших успехах. Спасибо за внимание!